Бро, смешно, бро, смешно. Якутск Ньюс. Лучшее из якутского интернета. А у меня было шоу, в котором гости рассказывают истории из жизни на определенные темы, а потом выбирают, чья история была круче. За себя голосовать нельзя. Сегодня в гостях актеры и создатели фильма «Абасыла Хаус». А с вас, дорогие зрители, лайк и подписка. Так мы поймем, что именно этот контент нужно снимать дальше. Всем приятного просмотра. Объясняю правила шоу. Здесь на карточках есть определенные случаи, ситуации, в которые попадали кто-то из нас когда-то либо попадал. Мы вытягиваем эту карточку и рассказываем историю на эту тему. Дальше мы выбираем с вами, чья история была круче. У нас есть вот карточки с нашими портретами. Вот такие вот замечательные карточки с нашими портретами. Мы их, не глядя, вот так кладем сюда. И после этого смотрим, у кого история была лучше. Голосовать за себя нельзя, так у вас своей фотографии нет. Хорошо? Понятно правило? Все, да, понятно. Так, хорошо. Давайте, кто будет первый тянуть? Погнали. Первый, кто тянет случай, любая ситуация. Ну, уступаем даме. Любую из них можешь тянуть. И зачитывай, показывай, что там. Алка-история. Алка-история. Итак, у нас алка-история. Раза жесткого, да? Че, кто начнет? Ну, вот тот, кто вытягивал, пусть начинает. Всем бай-балалай! В прошлом ролике мы обозревали автомобиль Tiggo 7 Pro Max. Сегодня у нас тест-драйв этого автомобиля. Узнаем его преимущества в отношении других автомобилей. Также узнаем, подходит ли он к нашим суровым условиям. И вообще, что это за автомобиль, как он ведет себя на дороге. Сегодня наш консультант, наш водитель, это Михаил. Михаил, будете рассказывать нам. Какие преимущества у него по сравнению с другими автомобилями? Ну, во-первых, стоит начать с того, что это полный привод, как мы уже видим. 1,5-литровый турбодвигатель, который позволяет уверенно двигаться автомобилю, практически в любых условиях. А гололед ему как? Гололед, в принципе, тоже нормально, есть потому что системы? у него есть системы, которые позволяют контролировать движение на скользкой дороге и так далее. Поэтому по всем параметрам электроника помогает водителю, и, соответственно, автомобилю передвигаться достаточно безопасно. Я знаю, что есть Tiggo 7 Pro, да? Да. А есть Tiggo 7 Pro Max. В чем суть приставки Max? Да. Суть приставки Max заключается в том, что это просто идет обновленная модификация автомобиля, то есть уже другой дизайн внешнего вида, в салоне изменения, и небольшие функции изменены. До этого была модификация просто 7 Pro без Max. Но теперь это версия 7 Pro Max, и почти все они выпускаются только в таком виде. Супер. Давайте, наверное, прокатимся, посмотрим, Да, конечно, как он выглядит внутри и как он ведет себя на дороге. Да. Вот мы в Якутии, у нас в основном много, там люди на природу собираются выезжать, как он ведет себя, допустим, в лесополосе, вот так скажем. В лесополосе он себя ведет также нормально, потому что машина имеет полный привод, потому что здесь также достаточно высокий клиренс у автомобиля. 19 сантиметров – это достаточно высокая посадка, потому что если брать круизер, то у него где-то около 22 сантиметров. Совсем не отстает. Да, то есть там разница не такая большая, 2-3 сантиметра. Какие вот системы есть в плане, по помощи водителям, неопытным сильно? Здесь предусмотрена система кругового обзора, которая помогает как начинающему водителю, так и профессиональному водителю наблюдать за дорожной обстановкой. Достаточно удобно без аварийно парковаться, перестраиваться и маневрировать по ходу движения. Так как двигатель у данного автомобиля 1.6, у него существенно такой небольшой расход по сравнению с какими-либо другими моделями машин. И в то же время машина имеет полный привод. В данном автомобиле полный привод реализован таким образом, что им управляет электронная система. При небольших нагрузках, то есть он не требует большого расхода топлива. 10 литров будет достаточно на 100 километров. Вообще у Chery практически, наверное, большинство автомобилей можно отнести к семейной линейке. В автомобиле есть все необходимые удобства, подогрев всех сидений. Также для удобства всех людей в салоне есть необходимые порты для зарядки телефонов. Здесь стоит аудиоподготовка фирмы Sony. Любители музыки, скажем так, не останутся разочарованы качеством звучания. Здесь достаточное количество колонок и динамиков, которые, по идее, удовлетворят, я думаю, даже такую
Искушенного, да? Искушенного аудиослушателя. А вот актуальный Нормально. вопрос про проводку, что-то было. Там я помню, что то ли горит, то ли не выдерживает зимы. Исходя из нашей практики, у нас такого не встречалось, чтобы что-то было с проводкой там и так далее. То есть те автомобили, которые приобретались у нас, они уже, получается, перезимовали здесь 2 зимы. Поэтому, основываясь на этом опыте, можно смело сказать о том, что все прошло отлично, и никаких особых проблем ни с электрикой, ни с проводкой, такого ничего нет. В общем, Поэтому- черри, короче, подходит к нашим суровым условиям. Да, конечно, то есть это автомобиль, который полностью подходит для эксплуатации в нашем регионе. А в плане ремонта появились ли уже, ну, может быть, ну, как запчастей вот этого? В плане ремонта и обслуживания проблем нет, потому что у нас есть все необходимые детали и запчасти для обслуживания данных автомобилей, потому как мы являемся официальным дилером, то есть мы имеем собственный склад со всеми необходимыми расходными деталями и запчастями. Что касаемо цен, то сейчас у дилера очень хорошая скидочная программа сейчас идет, и на все автомобили, на всю линейку идет достаточно такая приемлемая стоимость. Скидки сейчас установлены до 200-300 тысяч рублей на автомобиль. То есть, соответственно, там не требуется никаких-то там госпрограмм и так далее. То есть это достаточно выгодно. Ну, каждый может получить эту скидку. Да, да. Если брать соотношение цена-качество, то Tiggo 7 Pro Max это очень отличный автомобиль, который, собственно, по соотношению вот этих параметров, как мы говорили уже, цена и качество, ну, пожалуй, лидирующее место на сегодняшний день занимает. Именно поэтому он, ну, пользуется популярностью и спросом, потому что люди уже как бы стали понимать, что данный автомобиль, он как бы соответствует своим вот ожиданиям. Ну что ж, спасибо, Михаил. Консультация была на самом деле реально очень крутая. Я много чего узнал. Надеюсь, и вы тоже много что узнали, друзья. Поэтому, кого заинтересовала модель Tiggo 7 Pro Max, скорее идите или заходите на сайт Chery и узнавайте более подробную информацию, а также получайте свою скидку на этот автомобиль. В общем, ждем вас в дилерском центре Chery. Давайте я начну. Давай. Смотрите, короче, у меня есть история про то, как мне сломали челюсть. В общем, я выпивал, слегка пригубливал алкоголь. Бухал. Да, в одном из баров. И так получилось, что я, когда выходил из бара, была уже потасовка какая-то. А у меня еще были очки, в общем, очки. Я выхожу из бара, и мне сразу же, вот я как только дверь открываю, мне сносят мои очки, короче. Я такой злой, что, дорогие очки. Я такой, что за фигня, кто мне сломал очки? И мне говорят, типа, это вон тот тип. Тот тип. Я говорю, какой тип? Вон он тип. А со мной друг мой, говорю, побежали за ним. Все, мы бежим за этим. Смотрю, друга моего уже нет. Я один за ним бегу, короче. Я просто бегу за ним, и он останавливается, я останавливаюсь. Я только хочу ему сказать, зачем ты мне сломал очки? И он мне просто с разворота бьет и дальше бежит, короче. Я стою со сломанной челюстью, без очков. Вообще в шоке. Без настроения. Без друга, кстати. Друг отстал. Без друга вообще. Ну, потому что другу, оказывается, прыснули баллончиком. Перцовкой. Да, перцовкой. И он говорит, я отстал из-за этого. Мне кажется, он просто не побежал в целом. По-любому. Потому что молодой. Ну, так это он был или что? Смотрите, я потом нашел этого человека, Ага. кто мне разбил челюсть. Ага. Как оказалось, это вообще не он. Его там тоже били. Ага. Он убегал. И он думал, что за ним гонятся те, кто его бьют. Ага. И, короче, в Вот итоге, так вот. да. Такая вот история. Да, я потерял челюсть, потерял очки и потерял друга. Такая у меня история. Хорошо, что я продолжаю, да? Давайте. Ага. Ну, я человек не пьющий, Эх, по идее, не курящий, но это не всегда так было, да? Оксе, да, вот это уже интересно. Да. Вот это поворот, да. Ну, конечно, у всех были студенческие годы, и у меня были студенческие годы. Но на самом-то деле, честно говоря, у меня единственный был такой позорный, можно сказать, случай, который я ранее никому, не то чтобы никому, но точно на камеру не рассказывала. В общаге сидим, и какую-то зеленую штуку дают, и говорят мне, это вино. Зеленая штука. Ну, вы поняли, да, о чем я? А что это за вино? Абсент? Абсент? Я Ты не до этого не знал, что такое Нет, вино? я не... Нет, я знала, Это вино. А почему вино не в бокале, а в рюмке? Что это такое? Где в бокал прям? Зеленые. Зеленое. Зелен... Нет, они сказали что-то типа вина. Я серьезно говорю, они мне такое. И я такая начала пить, употреблять.
Ну, на вкус вроде нормально, идет. Абсент? А абсент оказался, я-то не знала. Мы какой-то разный Это- абсент пили, видимо. Мохито, может? Может Нет. быть, мохито. Да? Это абсент был. Ага. И получается, Это в Англии испитал. я... Типа, да? Почему? Так. Почему? Нет, почему? Мы же в общаге пили. Ага. В общаге. А. То есть были, наверное, обычные стаканчики, я уже точно не помню, одноразовые. Вот. Начинаю пить, и все, я просыпаюсь где-то в чужой кровати. Где-то, ну, я Воу-воу-воу. но я мокрая. Мокрая. Абсолютно мокрая. Подожди. Ты мокрая в чужой кровати. Короче, я мокрая. Я такая, блин, где я? Что произошло? Что я выпила? Такая пошла к себе. И никого не было, кстати. А пошла к себе и спрашиваю ребят. Ну и говорят, и не оказывается, я совсем улетела. И чтобы... Протрезвела, типа, да? Да. Я села под душ. И сидела. А. Вот Сама в голове себе пошла под душ прям, да? не в голове. Ну, понятно, типа ты сама села под душ. В голове. Да, сама, конечно. Вау, нормально. Сама. И вот так вот. Ну, а чужая кровать тут при чем? Ну, я упала. Не то, что упала. Я упала в чужую кровать, так бывает. Ну, или меня Ни с кем не положили. бывало. Да. Ну, благо, все нормально Не, вышло. ну можно позавидовать твоему внутреннему стержню. Ну, как называется? Внутренний самоконтроль, что ты сама пошла, поняла, что тебе плохо, такая, надо помыться, бля, обязательно надо помыться. Помыться, да. С кроватью не сработало, правда, но помыться смогла. Да. Ну, После этого таких случаев уже, слава богу, не было. Начала различать абсент и вино. То у меня есть, только она Обычные. не такая жесткая, я там мокрыми не просыпался. Мы же КВНщики, да? И мы со своей командой поехали в Сочи, бля, на сочинский Кивин. Он сразу понял, да? Короче, мы там были, и закрытие фестиваля, все тусуются, там вечеринка. Празднуют и так далее, да, все друг с другом такие веселые. И мы такие впервые тогда попробовали чачу. Ага. Это к абсенту, кстати. Да, это что-то там к абсенту, но чача... Тебе тоже вино сказали, это вино. Да, это вино. Вот. Чача, она вот чистая такая была, да? Градусов... Виноградная. Виноградная, там градусов 55, что ли, не знаю, до 60, типа такого. И мы, короче, сидим в круг в комнате, типа, такие заряженные были, впервые попробовали. Такие все попробовали, и наш один друг говорит, короче, типа, вот эту чачу, оказывается, можно и без запивона выпить. Без толкача. Без толкаша. И это были его последние слова. Больше мы его не увидели. Потом обнаружили в туалете, и там, короче, началась, то есть, настоящий трип. Кто куда, что куда. И мы там зашли в комнату команды высшей лиги. Кефир вроде, да? И Снягиня команда была Кефир. Мы туда зашли, и наш друг был, и он вообще был в стельку пьяный, сидел такой, типа, мы из Якутской, у нас там минус 50. И он там сидел и повторял это каждую паузу, там, каждые 5 минут, каждые 10 минут. Типа шла тусовка, Да. и он такой, а мы из Якутска. Да. И он сидит такой... Минус 50. И он кричит в комнату. И там был основной игрок. Я такой, типа... Там Кеши и Или не было с нами. Они в комнате были. Я, короче, типа такой, чтобы похвастаться. Вот, короче, мы тусуемся с игроком высшей лиги. Мы, короче, взяли его, типа, потащили его в нашу комнату. Типа, пошли там, короче, посидим. Мы такие заходим, сидим, начинаем вот допивать вот эту вот чачу. Он, короче, вот этот вот парень из высшей лиги что-то рассказывает. А вот этот вообще не знает, кто он такой, он вообще не наблюдает за КВНом. И он такой сидит, типа, перед ним, да, картина какая стоит, какой-то русский, и выпивает его чачу. И он такой, и, короче, там типа такая история была. Потом мы вышли, и один из нашей команды, друг, да, пытался зайти в свою комнату, жестко стучал, и там наш другой, да, сокомандник лежал и не открывал, он уже был пьяный, и там забуянили жестко. Потом из
противоположной комнаты вышла вот это вот, есть же этот борцы, вольная борьба, команда высшей лиги. Вот они СНГ вышли. по вольной борьбе. Да, СНГ по вольной борьбе. Они вышли, потом с ними вот эта вот перетерка В смысле, в вашей прошла. комнате все были, получается? Этаж один был. Этаж один. Отсек у нас был. Этаж у нас И все один. КВН-команды... Да. Ага. И там, короче, вот с ними вот перепалка пошла. Потом пришли охранники, увезли нашего друга, да, и такой я за ним пошел. И они зашли в лифт, я такой тоже, за другом захожу в лифт, и он такой, типа, останавливайте меня, я сам. И тут лифт закрывается. Потом у него все отобрали, там вот это вот бейджики и так далее. Его лишили КВН, он не КВНчик уже. типа. Да, типа такого. Но благо это был последний день, вот. И он на следующий день еще этот аэропорту сам один остался вместе с Чачей. Блин, еще же у Чачи есть штука, что ты, вот мы тоже на КВН на фестиваль ездили, вот ты ее выпил, типа, с утра тебе все такое, типа, все норм, нормально, проснулся, и ты потом воды выпиваешь, и до свидания, еще Да. раз, короче, туда же улетаешь, в эту кому, короче, чачевую. История замечательная, давайте поаплодируем всем историям. Так, теперь нам нужно выбрать самим, чья история была лучше. Так? Мгм. Итак, как у нас прошло голосование? 1 голос за Чулускана. Оксе. 1 голос за Еву. 1 голос за меня. Ага. И 3-й голос решающий. Дяра? Ева! Оксе. Ну, мокрая история в Да, кровати. Это конечно, заслуживает. 1 балл у Евы, она пока нас всех выигрывает по крутой истории, крутости истории. Тогда я еще не подумала, да, что когда-то эта история... Тебе пригодится. Перенесет целый балл. Балл. Раз, два, три. Хоп. Такси история. Такси-история. Ага. Ну давай. У начнем. меня было. Да, кто начнет? Вот недавно вообще. Короче, компьютер нужен был для рендера наших этих постпродакшена, короче. У друга, короче, такси заказываем, загружаем машину. И 30-летний мужик, короче, старше 30 лет, кричит на... Такси лыджер, короче. Он говорит, охуевать там тропу вообще. Обедно. Крыльер кюнюс. Такси заказали, и подходит, короче. Это, короче, таксует-то, ну да, говорим. Нахуй, блядь, ты рада отжатый, нахуй вы кормите их, короче, таксисту, про таксиста говорит, нахуй ты нам это говоришь, типа, он, вот такой случай, вот недавно. На этом история закончилась. Типа, зачем ты типа, платишь ему деньги за такси, типа, да? Ну, типа, ага. Бля, прикол. Пьяный мужчина. Просто чисто. Блин, у меня было, короче, Есть. в тему Ильи, короче, была так история. Мы с мамой едем в такси. В Индрайвер также заказали. Едем вдвоем. На заднем сиденье, впереди таксист. Едем. И мама мне начинает рассказывать про сына, который родился у дочери ее подруги. Она такая рассказывает, мол, такой родился ребенок такой темненький, такой кучерявенький, такой чумазенький, такой некрасивенький, как узбек. Короче, впереди едет водитель, а он типа Махмуджон, а я не знаю, кто он. Типа узбек, кыргыз, таджик, я не понимаю, кто. Я такой, блин, что делать? Очень как-то стало, короче, неловко. Всем стало неловко, и мама тоже поняла, что херню сказала, короче, и тоже неловко молчит. Мы все молчим, он на меня смотрит такой, расслабьтесь, если что, я кыргыз. Я такой, хорошо. Типа, он говорит, у меня жена узбечка. В целом, все. Но было неловко. Но я ему 5 звезд поставил, комментарий написал. У меня типа такая история. Я такси заказал, захожу, и там, ну, парень сидит где-то, ну, моих лет примерно, плюс-минус, да, сидит такой, и он начал рассказывать про свою историю, типа вот, типа жену вроде обсирает, там, типа она вот такая, она вот это сделала, она вот это. Я такой сижу, типа говорю, о, ну бывает, ничего страшного, не переживай, и тому подобное, да, и он типа, так, короче, побеседовали, потом мы, короче, доехали, спрашиваю у него номер, номер можете сказать? Я такой заглядываю, а он, оказывается, в наушниках сидит, и он по телефону разговаривает с человеком, и вот этот черт, вот этот черт, главное, он паузы так держит, типа, блин, он диалог ведет. Потом я, да, как будто со мной, я тоже, типа, ну, бро, не переживай, такой. И после этого он тоже вот так вот говорит, вот этот черт, если ты это смотришь, ты черт. У меня наоборот, даже не смешная. Можно такое? Конечно. Да. Не обязательно смешно. Смешной вообще не было, оказывается. Это было лет 4 года тому назад где-то. Зима, Верхоянск, я сама с Верхоянского Луса.
минус 55. У нас в 7 утра вылет в Якутск, и мы, получается, в 5 утра где-то едем с Барунука до Батагая, там где-то 2 часа ехать на такси. Очень старая машина, полно народу. И как раз там, где нет связи, у нас машина Сломалась. сломалась Ага. капитально. И мы такие, помните, был фильм «Белый день»? Белый день, да. Ага. Что-то Те писали на снегу, вот типа номера Не, проезжали. ну мы не писали, слава богу, да, но мы уже начали замерзать, уже 20 минут у нас уже регистрация началась, и мы такие, блин, ни одной машины. А И мы далеко уже до порта еще было? Да, там вообще редко же машина ездит туда-сюда, тем более в 5 утра. И мы такие уже начинаем паниковать, и тут подъезжает такая же старая машина, маленькая, правда, и выходит такой страшненький, такой большой. Вообще, я испугалась. У него такое страшное лицо будет сейчас, как будто он нас убьет. И таким добрым голосом говорит, вас подвезти? Ну, на якутском. Мгм. Мы такие с мамой, минута такая, согласится или нет, а вдруг он нас по пути убьет. Ну, лучше... А ваш таксист что делал в этот момент? Он пытался ремонтировать свою машину. А, Но у нас выбора-то особо не было, согласились. Слава богу, доехали. Что было с другими пассажирами, нам неизвестно, но До надеюсь, сих пор, да? никто, кроме вас, никто не согласился поехать с ним, да? не, просто у нас только самолет был, а они так. А, просто Просто ехали. на Батагае, Вас да. проводить. Прикинь. Они Не-не-не, там остались, они потом, остались в Батагае. да, о них фильм сняли. «Белый день» называется. Такси история. У кого же она была лучше? Один голос за Еву. Вау. А один голос за Илью. Ага. Бам, конкуренция у нас. Так. Один голос за меня. Так. И... Джулусхан. А как Ничья. так получилось ничья? У нас ничья? Да, ну, Мы каждый друг за друга проголосовали. да. Да. Ну, Ничего себе. Каждому по 1 баллу, да? Никто не получает балл, получается. Эй, Или каждый по 1 баллу? каждый... Ну, У давайте каждого крутая каждый. история Да, была, да? да. У каждого крутая. Давайте так, каждый по 1 баллу. Да. Итого 1, 2, 1, 1. Итак, продолжаем дальше. Очень странное знакомство один. Посмотрим, если у кого было, пишите в комментариях. Было, да, у вас? У меня было. Помните? Мокрую была- кровать. С кем же я была там? Вторая серия. У меня была игрушка в смартфоне. Типа ферма, что-то Holiday или что-то такое было А, ну название. Типа Нет, ферма, там собираешь Holiday эти- вроде так и называлось. Морковку? Да. Я прям с утра до вечера играла в эту игру. Там же есть всякие сообщества, где реальные люди сидят. Там сообщество есть фермеров, типа вот этих Ну, онлайн-фермеров? типа группы, клан. Клан фермеров. И там же есть болталка. Ну, Чат. Да, чат. И мы с одной девушкой так хорошо заобщались, нашли друг друга в интернете, Так, ага. ВКонтакте нашли, в Инстаграме. Подозрительно. И мы до сих пор с ней общаемся. Притом, как бы, мы ни разу друг друга не видели. Она из Томска. Ну, я, соответственно. Ну, в смысле, ты фотографии же ее видела? Фотографию, да. Или у него там тоже из фермы все чисто овощи? Не, фотографию видела, когда уже подписалась в Инстаграм. Запрещенная в России Да-да-да. организация. Такая. И вот мы до сих пор общаемся. Она все зовет меня в гости. Я никак не могу поехать в Томск. Она никак не может приехать в Якутск. Так и А общаемся. сколько Так, вы общаетесь уже? Где-то 5 лет. Офигеть. Вы как бабушки познакомились же Да. вообще на Про огороде. рассаду Странное же, да? разговаривает явно, да? Про рассаду. И о чем вы, интересно, разговариваете? О, а Или она вся- как дневник, типа? Ты Нет, приходишь У и... меня морковка такая-то. Да? Вообще не об этом. Но А я уже она на 46-м уровне. почти моя ровесница, поэтому... А ты, у тебя свадьба была? Была же? Да. А почему не Ты ее на пригласила? свадьбу почему не пригласила? Ее, да. Ее? Ну, Чем бы я про себя сижу? У тебя же свадьба была, почему меня не пригласили? Блин, клево же, ты как представляешь, это друзья жениха, там, друзья невесты, Да. а это из игры «Ферма». И так Holiday. одна сидит за столом, просто в овощах вся. оказывается, не пригласила. Овощную тарелку Блин, заказывай. обязательно надо, Прости. обязательно. У меня быстрая история, очень быстрая у меня была. Раньше был Тиндер, помните? Тиндер такая, знакомство, короче, матч. Ага, знаю. Ага. И я там, а я не умею, типа, писать первым, короче. Я просто матчи собирал матчи, и не писал первым, короче, просто Ну, собирал. ага. И однажды девушка сама мне первая написала. Ага. Она мне написала, типа, привет, это ты? Я такой, привет, это я. Ага.
И наше общение закончилось. Ну, понятно? Все, мы больше с ним вообще не общались. Мы потом там, когда долго не общаешься, короче, там пропадает, типа, что человек у тебя из чатов выпадает дальше. И мы с ней опять потом нашлись, и она опять меня мэчнула. Я вообще не понял, в чем прикол. Мы просто смотрим друг на друга, и все. Вот такая история. Ладно, Фанатка, У меня наверное. есть, только у меня короткая. В автобусе, короче, был такой случай. Автобус кайна не вот. Самое лучшее. Держусь, стою, короче, людей очень много, да, и тут парень сидит, короче. Автобус резко останавливается, и вот так делаю. Вот так, вот руку подаю, и он тоже в ответ дает. Короче. Узнал меня еще, и классные видосы снимаете. Вот такой вот прикольный Блин, случай. это не странно, это клевое знакомство. Клево. Имя не спросил, да? Не И вы знакомство, потом да? дальше вот так Типа, поехали, да? Да. Чисто похвалу получил. да. Но у меня не смешная, да? Ну, просто расскажу. Летом, где-то 22 года, я, короче, провожу мероприятие, потом вижу в сторисах то, что одна моя знакомая находится в Сочи. Конечно же, я пишу ей, чтобы она доставила мне чачу. Я хочу это повторить. Да, я хочу это повторить. Только у себя дома. Да, я ей пишу, и она такая, типа, ну, ладно, хорошо, возьму. И она, наверное, подумала, что там, ну, бутылку. Я такой начал, короче, своим писать. Короче, сколько бутылок там есть? И мы там заказали где-то 8 бутылок. Одному человеку? Да, одному человеку. Она девушка, ну, худенькая, блин, ну, 1,5 И ты ее литра. не знаешь вообще. Да, ну, просто мы, ну, рандомно были подписаны. Она сразу согласилась, потом я там позвонил своему знакомому, он ей принес в аэропорт, она еще на рейс опаздывала. И они, короче, не могли друг друга очень долго найти, вообще очень долго. И мне звонили, а я в это время провожу мероприятие. Я такой, провожу там игру, а там телефон звонит, да. И она, ну, в конце, они, короче, нашли друг друга, она чуть не опоздала на рейс и побежала вот этим вот с 8 бутылками в рейс. Полторашек. Полторашек, да. Люди такие, ну, в Да, аэропорту. да. Хочет. Очень хочет. Типа. хочет. Потом она прилетела, и ну, потом мы встретились, я подъехал, Она тебя не злая встречала? она была злая, да. И она еще хотела денег за доставку получить. А я думал, она еще денег хотела за чачку. Я думал, это подарок. блин. Ну вот, и, собственно, так и мы познакомились с моей будущей женой. Да, так и познакомились, так и началось наше общение. Нас объединила чача. Ну, вот такая вот история. Это клевая история. Прикольно. Да, Клёво вообще. да. Лайк. Выбираем, кто? Джилусхан. Пам. Я сразу. Ну, за меня, за себя же не буду голосовать. Итак, внимание. 1 голос за Джилусхана. Ага. Очень странное знакомство. 2 голос за Джилусхана. Итак, 1 голос за Илью. Ага. Ну, это тоже клевая история. Да. И 3 голос за Джилусхана. Да. Вот чача вытаскивает меня. Спасла. В тот раз не помогло, сейчас. История из путешествия. История из путешествия. Ну, Я не путешествую вообще. В Сунтар езжу там. ну по республике же тоже ты. считается. нет? А то история, да. Просто история. Баран кальбитим делает. Слетал. Слетал в Съездил. Сунтар. Съездил, а. Вот она много путешествует, очень много. Ну. Ну, Ты тоже же? Да. Я же не скажу, я много А если путешествую. у меня есть история типа из детского лагеря, но она из Сочи. Я Можно? туда летал, это же путешествие? Да, Конечно. Ну, да, типа, конечно, ага. путешествие, конечно. У меня, короче, есть история. Смотрите. Я в 14 лет, или в 13, 14 лет у меня паспорт уже был, и я летал в детский лагерь Черноморец, или как-то он называется, в Анапу, короче, город Анапа. И так получилось, что вот первый день
И нам сказали, типа, мол, за территорию лагеря выходить нельзя. Купаемся только по расписанию, а я на море приехал вообще в целом. Я приехал купаться. Ну, а мы заселились, у нас был дом чисто с Якутии все пацаны. А там ребята тоже, типа, рамок не любят сильно, типа, чтобы ограничивали их. Мы такие, типа, да, купаться не будем. И начали через забор просто перебегать и купаться сами там, около лагеря. И там мы прыгали постоянно, короче. Ну, и как бы уже в голове просто прыгаем. Дня 3-4 нас никто не замечает. И потом была дискотека общая, всякая такая. И мы познакомились с девушками из Москвы. И мы такие решили, а мы там видели, что там за забором растут абрикосы. Мы решили московских чик Угостить. удивить абрикосами. И мы такие, на уверенности пошли, там все, кто-то борец, кто-то легкоатлет, там, к забору идем, темно вообще, а темные ночи же вообще ничего не видно. Не как у нас, прям Ага. тало, короче, ничего. И все, я прыгаю, короче, через забор, прыгаю, и очень сильно бьюсь об что-то, короче. Бум! Просто страшно бьюсь. У меня немножко осветилось даже. Вот так вот, короче. Светло стало. Искры. Да. Чуть-чуть осветил проход людям. И я, короче, и там через забор я вот так абрикосы собрал и передаю, короче, их. Они фонариком вот так светят на них. Они смотрят, они все в крови, короче. Просто все в крови. Потом светят на меня, а у меня вот шрам, короче, остался. Я просто, оказывается, прыгнул, там был знак не лазить, короче. И я ровно в него вот так, короче, и разорвал себе щеку просто насквозь. Ну, впечатлили? Да. Девочек? Ну, у тебя постоянно с челюстью проблемы. тогда были. Да, вообще. У меня лицо вот страдает правая сторона только. Чисто правая сторона. Я только что вспомнила, короче. Я 10 больше лет тому назад была в Канаде. В Канаде. Вообще не по... Анапа? Ну, Где-то в Канаде. Канаде. Похоже, не Анапа, Ванкувер, Канада. чё? Да. Короче, это, по идее, смешная история, но не знаю, получится ли мне смешно это рассказать, постараюсь. Это был город, как он, Дрюмонвиль, что ли, такой. Это не Дрюмобиль? Дрюмонвиль? Дрюмонвиль? Что-то такое. Я точно не помню, к Да, сожалению. любой телетаха. Мы все равно не знаем. Да, вообще не Шрам знаю. флэфи. И мы жили в спальном районе, как в кино. Ага. И все время мы передвигались на великах. На великах. Ага. И как-то, я еду, и впереди стоит, а у меня зрение еще тогда было плохое. Я вижу, и впереди у меня стоит такая вот штука, дорожные, железные же бывают. Ага. И Что? как они называются? Лежачий полицейский, да, или Нет, то. которые торчат. Знаки, не влезать. Типа Нет. такого. Нет. Или- Ограждение. Ограждение типа такого, что да? Дорожники машины- интеррора. Да. Ага. А, конусы вот эти, что ли? Не конус. Мы вообще не умеем, да? Ничего не знаем. История же не про это. Или про Про это? это. Да? Блин, как это называется? Давай, опиши. Металлические. А как оно выглядит? бывают Руками металлические. покажи, как В выглядит. России есть такое или только в Канаде? В России есть, почему? В Да? Якутске? Не видела, Да? кажется. Ну, В Москве да. не бывают такие Он вообще штуки. не знает тогда ничего. Ага. И, Если по короче, дороге в Сунтар не было, Илья не знает. ага. Битый чайной Ну, гуатой. Они в основном, между прочим, в России бывают железные. А, И я еду, я поняла, что у меня тормоза не работают. Ни здесь, ни здесь. мгм. И я ровно туда еду. Я поняла, что через пару секунд я себе тут все разобью. Урал, да? Не велик. Урал, но... Ну, сраный, да? В Канаде Урал, да, да. вот с этим. А. Ага. И, сзади меня же тоже ребята едут, и такие все кричим, и я ударяюсь об эту штуку, а она оказалась, слава богу, не железной, Резиновая. резиновая. А, то есть ты А сильно я- испугалась просто? Я сильно, и не только я, все испугались, все А ты свернуть не могла никуда? не смогла Ага. почему-то. Потом встаешь, и ты мокрая. Всё нет. Блин, как клево. Ты едешь, а она резиновая. Ага. Как будто в мультик Дисней попала вообще. Пум! Облегчение такое было, да. А потом мы очень долго смеялись. История с путешествия, я даже про это в своем стендапе рассказывал, да? Сейчас тоже расскажу на русском, посмотрим, как зайдет. Тогда я на Проверка. якутском рассказывал. Мы также с моей будущей женой недавно слетали в Турцию и записались на парный массаж.
Вот, и записались на парный массаж. И там вообще, тохпая, такие, ну, валюта очень странная. Типа смотришь, и там, например, стоит 3000, например, да? Написано 3000, но вот это вот умножается на сколько-то, и получается ого-го очень много. А у нас там гостиница еще алкоголь 24/7. Чачи там не было. К сожалению. К сожалению, да, поэтому я был трезвым, вот, и мы, короче, вот, конечно же, отрабатываем вот это вот 24/7, все на себя, вот, и мы, отработав все это 24 на себя, пошли на парный массаж, такие смотрим там, ну, сумму, ладно, типа там, сколько это стоит, да, зашли, и такие, короче, ждем. Ну, как я там, типа... Массажеров, да? Массажистов. Ага, массажистов. Ну, я такого, ну, большого ничего не ожидал от этого, да? И там, короче, заходят вот эти вот тайки, молодые, в облегон. В Турции это было? В Турции, да. Тайки. Ну, оказывается, мы записались в тайском. Я-то что помню, там, 24/7 же. Вот. Вот, заходят тайки, такие в облегон платье, и мы такие стоим, сразу же справа стоит моя будущая жена, сразу вот это такая, типа, напряжение, я на нее не смотрю, такой стою, так, отсюда пот, типа такие, да, что-то не так, вот. Я понимаю, да, если я сейчас что-то неправильно скажу, все, уже отпуск на этом завершится, да. И мы такие лежим и начинаем типа, массировать, потом вот эта вот тайка, она, ну как, не знаю, типа, как человек просто вот так вот поднимается наверх, типа наверх на меня, спину. На спину. И ногой жестко вот начинает массировать. Делает. Тебе? Мне. Да, вот так вот массирует. А жена просто ничего не делает. Вот, массирует и спрашивает, типа, it's okay? И я такой, блин, на автомате, yes. Потом я осознаю то, что я, наверное, скорее всего, уже завершаю свой отпуск, типа, смотрю там, и там недовольное лицо, потом, ладно, все это завершилось, потом она у меня спрашивает, типа, ну, как тебе массаж? И типа такой, ну, в Якутске лучше было, типа такого. Потом мы смотрим, пришло время расплачиваться, тогда мы уже были трезвые, смотрим, и там вообще сумма была ого-го-го-го. И нас, оказывается, там помассировали где-то не час, как здесь в Якутске, да, а 45 минут только. И мы за это 45 минут где-то заплатили за двоих, где-то, ну, 20 тысяч рублей за обычный массаж. А парный массаж, подождите, а парный массаж это как? Я вот... Рядом лежишь. Рядом лежишь. Просто рядом. Просто на соседних кроватях или Да, на одной да. кровати вот так? Не, ты вообще это другое. Это не то, что... Она одна стоит, одной рукой меня, другой рукой жены. Нет. Парный массаж. Да, ну вот мы лежим, такие вот трусы Вы за надеваем. руки можете держаться вот так? Нет, там, ну, далеко друг от друга. Она вообще в соседней комнате была, прикинь. Вот, ну просто заходишь, надевает тебе вот эти вот трусы, которые, да, блин, где только вот это вот... Стринги. Да. Только тут, короче, все прячет, потом тут Веревочка. Веревочка, да. И там по заднице тоже веревочка идет. Типа, чуть-чуть поднапряжешься, все, там, жопу Не, ну в две все, стороны. брак же. Да, все нормально, хорошо. да. Ну, деньги. Она сказала, вот, все, 20 тысяч, да, все, оплачивай. Типа, ну... Не, ну тебе надо было, конечно, Бэмбуры поили. yes, говорить чуть-чуть, типа, сдержанно. Yes. Можно было сказать, ну вот. Я. Ну вот. Да, или вообще нет, не было. жена тебе подсказывает. Да, вот, подсказывает. Да, мне не понравилось, честно говорю. Не очень было, да? Вообще не очень Больно, было. да? Я же говорю, в Якутске было лучше. Да, там Вот тебе вообще-то про это тоже не надо говорить, на самом деле. да, нет, в Якутске дома лучше. Сижу, закапываю себя. Тохта, бро. Тимиреме. Голосуем? Поехали. Да, давайте. Одна история у меня. Итак, 1 балл у Джулусхана. Итак, 1 балл у меня. Итак, и 1 балл у Джулусхана. Ок. И у нас с тобой ничья. По баллу? По баллу. По баллу. 5. Итак, у тебя 2 балла, Нет, у меня 3 балла. 3 балла. у Евы 2, Ага. у Илюхи 1, у меня 2. Да. Все, движемся дальше. Стыдная история про друга. Стыдная история про друга. Ну, Стыдная история про друга.
Есть у вас друзья, за которых бывало стыдно? История про одного из моих друзей. Блин, даже нет, его зовут Михаил, короче. Михаил. Мы работали в детском лагере вожатыми. И сон час, короче. Мы тоже пошли отдыхать, отдыхаем, сидим, играем в доту. Сидим вот так в доту, играем с друг другом. 1 на 1 сидим, играем. И в моменте он такой: Макс, мне надо в туалет. И, короче, прям сильно захотел в туалет. А туалет, если что, в лагере, он находится прям в лесу. Ну, то есть метров 500 нужно бежать от нашего корпуса до туалета, короче. И он такой, он резко в моменте, катка идет, он терпит до конца, он такой, все, второй позыв, уже нельзя терпеть, короче. Там есть, типа, теория у него, короче. И он просто бросает ноутбук, бежит. Я не зачем-то такой подумаю, надо бежать за ним. Бегу за ним, короче. И мы бежим. Он бежит, он чуть медленнее бежит, потому что чуть больше меня. И он бежит медленно, я бегу, прям его подгоняю, как Ералаш, езжа, давай, брат, беги. Он бежит, прям мы сильно бежим, уверенно бежим. Никто, вот все, что дети говорят, здравствуйте, вообще плевать, короче. Прям бежим, и в моменте он просто на шаг переходит, такой, типа, а уже нормально, не надо уже. Я, кажется, поняла, кто это. Мы просто дошли, Да? короче, до туалета, просто дошли, и все. Поняла, да. Поняла, да. Да? Да. Но стыдно было Да. только мне и ему. А, И все. Но в целом мы не расстроились, пошли покупались четко. ну, это же Повод было в для детстве, да? купания. Это, конечно, детство. А. Ну, мы так скажем, в детстве было. Это да. в детстве, да, уточняем в детстве. Да. Была одна история про моего друга. Он, короче, рассказали мне, хэп. Они, короче, сняли квартиру, там, чтобы провести вечер с друзьями, хэп, выпить немножко там. Культурно посидеть, хэп. Они такие сидят, и бывает же в таком моменте, когда все выходит из-под контроля, хэп, когда чуть-чуть они, короче, переборщили, потом они пошли на тусовку, вроде что-то было, хэп, потом они обратно пришли, а обратно они уже с девушками пришли, хэп. Айо. И там же уже начался мистер Якутск конкурс. Типа. Бля, Чтобы покорить девушек, да? Да, этап визитка, типа, вот, это я, вот это, типа такого, да. Таланты. Потом этап талант обязательно там. Кто-то на гитаре играет. Да. Он сразу выигрывал, по идее. Да, он сразу выигрывал. И один, короче, наш друг сидит такой и ничего не придумал, и сказал, типа, а я люблю читать. Типа такое. И одна из девушек такая, я тоже люблю читать. Какое у тебя самое любимое произведение? А он вообще ни разу не читал. Даже школьную программу не читал. Я такой сидит и такой, «Преступление и наказание». Просто что пришло в голову, да, «Преступление и наказание», говорит. И потом она, это же мое любимое произведение. А он такой сидит. Я вообще люблю произведение Лермонтова, говорит. А это Достоевский написал бы. И все такие, все понятно, он сразу все это обломал. Сгорел, моментально сгорел, утонул. А там параллельно наш один друг свой талант показывает, типа, да, все вообще в проигрыше, на гитаре играет. Говорит про преступление и наказание. Не, прикольно, если бы она согласилась такая. Да, типа, да. Блин, классный писатель. Да, Они оба такие. Типа такого. Другой там вообще стоит, готовит там еду. Тоже талант. Тоже талант этап, да. А у тебя был талант? У меня... Я просто много говорил. Ведущий. Ведущий. А ты вел этот конкурс? MC. Да. Меня там не было. Об этом мне потом рассказали. Но прикольная история. Прикольная история. Вот. Стыдная история про друга. Мы рассказали 2 истории про Так, наших друзей. подождите. Почему у меня я? Почему у меня 2 Макса? Один голос Джулусхан. Стыдная история. Второй голос Джулусхан. О. Один голос я. Мгм. И ничья. Илья. Джокер. Ворвался вообще. Нормально это, да? Ну, Джулускан получает балл. Да, Аплодисменты все, Джулускану. 4 Супер, балла у супер, меня. супер. Ага. 4 балла у Джулускана. 4 А какой балла. счет у нас? Подождите. 4, 2, 2, 2. Ага. 4-2-2-2. Да. Так, все, у меня все собрались. То у меня 1 мт. У тебя один? Один. 2, да? Один, да. У него один. Один, точно. Один. 4-2-1-2. Ага, да. 4, 2, 2, 1. Неловкая ситуация в общении с противоположным полом. Миллиард таких историй вообще у меня. Блин, Мне очень долго выбирать было. У меня все общение с противоположным полом.
Неловко, где. Почему? Это потому что женат был? Не познакомишься, девушка. А ты типа после этого, да, он сидит, я женат, у меня все разговор делают. И я такой, у меня есть. А вы все в отношениях, да? Да? Да. Ты? Я нет. Всё, ты Все, ты Давай, рассказывай. рассказывай. А вы типа Что смотреть там, будете как у просто? вас? Да. У холостых. Баллы же хочешь получить? А то Ну, это- можно Блин, Джокера она, кинуть. короче, она стыдная только из-за того, что стыдно за себя мне, короче, в этой истории. Кринж. Да, ну типа мне было стыдно за самого себя, и сейчас эта история еще идет, то есть я в ней еще существую пока. Опять же, приложение для знакомств. Ага. Тиндер. Не знаю, что там, Твинби. Твинби есть. А чё Big это? Life. Не знаю. Ну, там не знакомство, там вот как раз сразу жена. Ай. Итак, короче, смотрите. Вы в таких сайтах сидите? Что? Друг вокруг. Друг вокруг? Я вообще не знаю, ни разу не слышал. Ага. Тебе че, мне лама Ну, ты успокойся. Также с девушкой, короче, мы с девушкой общаемся. Короче, ну там, типа, мы совпали, значит, можно мне посмотреть теперь ее фотографии стало. Я смотрю фотографию, очень красивая девушка, невероятно красивая, офигеть, супер красивая девушка. Мы с ней общаемся, она общается еще очень круто, мы там что-то общаемся, она мне видео всякие записывает, она там, типа, в Питере сейчас, но скоро приедет, типа, в Якутск. Я такой, вау, когда в Якутске будешь, обязательно встретимся. Она говорит, да, если мне понравится с тобой общение. Она говорит, вот так мне заявила. Я такой, это уже круто, она увереннее меня, короче. Я такой, давай. Все, и мы с ней общаемся, видео скидываем, типа, где-то примерно недельки 2 мы общаемся. И в моменте я еду в такси, и она мне по видеозвонку звонит. Ага. Я такой, что за фигня? Ну ладно, беру трубку, а там вообще другой человек сидит же. Ага. Ну вообще другая девушка. Не такая красивая, короче. И вообще не тот человек как будто сидит. То есть я общался с одной девушкой, а общался по видеосвязи, мне позвонил вообще другой человек. Ну, то есть, типа, допустим, я вот с Мужик, Джилсханом общался, вот, в моменте, и потом мне Илья позвонил, короче. Типа я красивый? Не-не-не, Я, блин. ты тоже красивый. Ну, в смысле, И она после этого, а я после этого перестал ей отвечать, короче. Ну, чуть-чуть что-то, ну, уже не было такого Подозрительно. рвения отвечать не было уже. И она мне все время, она мне писала, типа, Максим, о чем молчим? Потом через день, Максим, что делаешь? Доброе утро. Фотки также продолжает мне скидывать. Я такой, а я как бы и не хочу общаться. И я до сих пор как бы с ней, вот вы, может, мне посоветуете, я не знаю, как закончить диалог. А тут заблокировать нет? Ну, это же, у нас не какая-то история есть уже. Сказать честно? Ты же продолжать не хочешь, потом. Ну. Так, абьюзивные отношения не надо. Психологи. такие, да? Просто Я- заблокировать. Да, конечно. Или сказать, ты мне не интересен. Ты Ну, мне не прости, подходишь. да. Ты мне не По подходишь. гороскопу. Увы. Да. О, точно, гороскоп. Да. Надо гороскоп составить, когда она родилась. Да, я вот недавно ходил Совместимость. на Она же гадалку, видит типа, это. на... Ну, Всё, наверное, я поймёт. до этого напишу ей. Мы не выпускаем, пока я не напишу. Хорошо. Я вспомнила одну историю. Это было за границей. Это было давно. Это было в неправда, Нью-Йорке. Да нет, это, по-моему, Бразилия была. Точно не помню. Рио-де-Жанейро. Ну, суть-то не в этом. Ладно. На, не Я рассказывай. хотел сказать, я был во Вьетнаме, тут уже в целом Канада, Por favor, Бразилия. por favor. Короче, это был фестиваль. И, ну, английским я еще более-менее владею. Ну, хотя бы разговорный понимаю. So-so. So-so. Ко мне. Коко Либо сосо. это- Что за сосо у вас тут между вами? а? Короче, это был либо мексиканец, либо итальянец, точно не помню, но он говорил не на английском, ага. И подходит ко мне и говорит, ну, такая вот красивая, ну, понимаю такие слова, такая, всякая, я такая довольная сижу. Протопату, Thank протопату. you. Так вот делает. Бонита или что-то там, ага, короче, я такая, thank you, а потом, короче, подходит, ну, не коллега, а как сказать, ну, в одном ансамбле танцуем. Мгм. И он такой, вот, оказывается, не про меня, За тобой стоял типа человек? нет, про другую девушку рассказывает, что она красивая такая-то, что он хочет познакомиться с ней. А я Thank you, thank you, да. Thank you. Я покраснела. Ага, ну, конечно, как-то неловко было.
мягко говоря, неловко было. Неловко. Оценки оценки, Зазорно, но... Сосово. Оценки. Прикинь, как самооценка жестко поднимается. Вау, нифига, я понравился, типа, другой, вообще... Какому-то другой стране, мексиканцу, да? Мексиканец, круто. А не в тему, он приходит и хвалит другую девушку тебе. А как ты поняла? Это, короче, дружеский такой вечер был. Обычно такие вечера бывают. И пытается разговаривать. Он пытался Пригласи-ка сначала на меня. английском говорить. Ага. Ага. А на английском вообще мало кто разговаривает. И И потом он на мексиканский перешел, все же на нем базарят. Он на английском сам тоже плохо. Тако. И потом Тако. он говорит Тако. уже на своем. И оказывается, он хотел познакомиться вот с другой девушкой из нашей Блин. группы. Ты, получается, роль вот этой, типа, подруги сыграл. Да. Девочек. Кастинг не прошла. А кто-то же не рассказал? Я не рассказал. у тебя не было. Не было. Ну, не рассказали. А то у нас противоположным- нету такого. Нету я. Но противоположный пол это не обязательно, короче, когда именно любовные знакомства. да, Противоположный пол просто с женщиной. Неловкая да. ситуация общения с женщиной. Тогда есть. Ладно. Нет, да? Нет. Ну, Да, у меня очевидно. есть маленькая такая, блин, в детстве в лагере Владивосток, не Бразилия. И даже не она. Не Канада, не Анапа, Мексиканцев не было, да? Владивосток. Ага, там была мексиканка. В лагерь, ВДЦ океан. Мы там, ну, где-то 8 класс, что ли. Распределили в отряду, и нас всех, якутов в один отряд. И там еще из Камчатки, там из других городов, короче, были. И был такой момент, когда, ну, типа, все, короче, друг с другом должны познакомиться. Типа, я подхожу к тебе, говорю свое имя, и потом тебе, типа, я Джулусхан из города Якутска, вот такой, типа такого. И между собой. И я, короче, подхожу, ну, ко всем уже подходил, подошел, потом решил подойти, ну, не то, что ты решил, да. Подхожу к девушке, противоположному полу, и начал представляться, типа, вот, меня зовут Джулусхан, и я из Якутска. И в этот момент из меня выходит газ. Типа, Именно такой? Это вошел же. Это же вошел. это нет. Откуда выходит? Откуда выходит? Ну, бывает, ага. No. Пукнул, получается. Громко. И такой, стой, меня зовут Джулусхан из Якутска. Мне там было очень неловко, хотел провалиться. Следующие 20 дней все были вместе, типа такого. Ну, молодцы, мне никто не пропоминал этот случай, все Хорошо, нормально кличка было. не прицепилась Да, никакая. да. Пердеж, да? По-любому, за это сразу же в школе кличка прилетала. Ну там же это, ВДЦ океан, все счастливые, типа такие. Лидеры Да, всякие, лидеры. У нас-то в Якутске тут все, всю жизнь погнали. О. Внимание, неловкая ситуация в общении с противоположным полом. Один голос за Еву. Один голос за меня. Один голос за меня. Один голос за Еву. О, по баллу. Ничья По баллу, по да. баллу. Ага. Итого у меня 3, и у нее 3 тоже, да? Да. 3. Один. 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 4. Первый. Первый. Number one. Number one. Позорный слушай. Слушай. Позорный слушай. Позорный случай в школе. Похожая была у меня история, Давай. только про себя. А, да? В 5 классе живот сильно заболел, короче. Ой, у меня тоже. Очень сильно заболел, и чувствовалось, что оно жидкое, короче. Это Чувствовалось. Ну, если откроешь происходит? клапан, уже не закроешь, короче. А как оценка происходит? Ну, это точно жидкое. Да, ты чувствовал, говорю. Это же мой организм. Да. Сразу собрался, куртку надел. У нас же туалет на улице. Блядь, чувствую, что идет уже, да? Сразу рюкзак взял и сразу домой пешком подрапал. И возле... Не успел. Не успел, ага. Несколько домов оставалось просто. И там уже... Улицу помнишь? Улицу помнишь? Улицу, да, свою, да. Конечно, его.
Даже место помню. Не Потом меня нашли по следам. Можно и так сказать. Это как, типа, когда в лужу наступаешь, типа, и Уже в воду всё. набираешь, и уже можешь по лужам вот так ходить. Типа уже все. Ну смотри, ты еще мальчик, да? Ты мальчик, а я девочка. Ну, у меня, конечно, не Такая я- же история-то? Такая же. У всех, что ли? Я только на первом классе училась. Похожая ситуация. Я тогда училась в деревне. Я была единственная девочка в классе. Тоже живот заболел. Я такая пытаюсь... и поднимаю руку и говорю, классной руководительнице, говорю, можно выйти? Она спрашивает, куда? А мне стыдно говорить в туалет. Я говорю, домой. Она так смотрит. Я хочу домой. Нет, да, нет. Я такая, блин, что делать? А еще до конца урока много. Еще раз говорю, можно я пойду домой? Что случилось? Говорит, ничего не случилось. Ничего не случилось. А я уже, мне плохо. И под Идет. конец ведет. И под конец, видимо, она уже поняла, потому что, видимо, я уже начала это плакать или что. Ну, маленькая же Потеть. девочка. Потеть. Потеть потихонечку. И я также побежала, вот так же с рюкзаком. Жидкая, Влад? Ну, по идее, я не это хотела рассказать. Ты рассказал. Подожди, а как вас встречали? Мне интересно, самое ладно, короче. Вот домой вы заходите. Что Нет, дома было? Я не зашла. Дома родителей Я до сих пор не зашла. После этого... В деревне же туалет на улице. И вот так я мимо окна пробежала, сумку вперед, вообще вот так. И сразу поняли, о, чукурок, все там, А видимо. у тебя, ты же уже большой. Я же сразу в туалет побежал, пытался там привести все в порядок. Конечно, ничего не получилось. Все проводил. Все усугубилось. Со слезами на глазах кидал. Голосовать. Или есть у кого? Нет, Михаил не было. у меня, короче, почти каждый день в школе был ну, такой вот. Какой там позорный, короче. Но у меня был позор, связанный с моим... Как называется, когда я себя переоценил? Вот такое, короче, было. Я где-то после 4 класса начал сильно отставать в росте от своих сверстников. Я там был, хорошо дрался до 4 класса. Потом все стали сильно больше меня. Но как бы внутри-то харизма имеется, драться-то хочется иногда. И я, короче, такой, мы идем, а мы были уже, типа, 8 класс, это перед 9 классом, то есть мы почти старшая школа такие. Ща пойдем, короче. И ко мне, короче, что-то докапывается, типа, 6-классник. До меня 6-классник. А 6-классник как бы, ну, такой большой, короче. Здоровый. Уже поколение пошло, которые почему-то не маленькие, они большие все. Пацаны такие, да размотай его. И жестко как это зарядили меня. Да я, конечно, размотаю. Чё. Малой же проучи. Я говорю, конечно, проучу. Ну все, мы идем за школу. После собираются все. Понимаете, все. Мой класс, его класс. Все вот, которые 6, 7, 8 пришли старшики смотреть. О, Максимка же там сейчас драться будет. Я такой, ну все, Макс, накажи малого. Поддержка там как будто, знаешь, у меня, я в UFC сейчас дерусь. Давай! И я выхожу, короче. Да. И он меня просто с первого удара вырубает. И я падаю, короче, и он меня бьет. Челюсть сломал. Нос сломал. Нокаутировали меня, короче. Я упал в нокаут. Я просыпаюсь, никого нет уже. Один, да. Да, и друг мой только. Отшили. Типа, мой друг остался только, он такой, Макс, ну это вообще позор, конечно. И всё. И мы просто идем с другом, разбитые вообще. У меня нету ведь такого. Я в школе всегда никогда не позорился. Не было? А ты же отличник. Да, ну типа, ну... Я, кстати, после этого начал тоже хорошо учиться. Я тоже золотой медаль в школе. Да, я хорошо учился. Был примерно. У меня нету Таких случаев нету. Вот и ты же еще в мужской школе учился. В мужской школе? Вот он, Там мальчиков. только мужской туалет. Есть такая гимназия, где только одни мальчики учатся. Волан. Там, короче, школа и 150 мальчиков из разных, ну, со всей республики. У меня даже одноклассник с А Москвы был. какая цель? Цель? Ну, воспитать, типа, настоящих Мужчин? Типа, бля, Без женщин. институт благородных мужчин.
Типа такого. Мы все такие были благородные, ходили. Никаких Там позорных... ошибаться было нельзя, да. Ошибаться было нельзя. Да, вообще. Вот, поэтому позорных случаев так как Солидарности там не было вообще. Нет. Вот. Ча, давай выбирать. Неловкая ситуация. У нас позор случай в школе. Илья. Один голос за Илью. Итак, второй голос за Илью. Ты заработаешь балл, возможно, прямо Да, сейчас. возможно. О, Илья! ну вот это точно. И четвертое. Ева. Жидкость. Жидкость. Жидкая. За жидкость. Чея. Смотри, ты думал, что тебе когда-нибудь та ситуация поможет в жизни? Ну и сейчас не сказал бы, что помог. Что помогла. Особо не похвастаешься, блин. Ну, второй балл. Второй балл. Давайте последний откроем. Смерть была так близка. Ой, вот это грустно, А. да? Вот это грустно. А, грустно. Да, да, грустно. Это когда, короче, вы чуть не умерли. У меня несколько случаев было. У меня один был только. Два. Давайте я начну, у меня быстрая, Да, короче, да, да. быстрая история. Ага. Мы играли во дворе. У нас был в Алекминский район, большинство районов было такие, как 17-й квартал. Же есть двухэтажки, и многие дворы соединены между собой. И мы таким же двором бегали. И у нас посередине двора, от двора стояла колонка. Есть же колонка такая. Знаешь, что такое колонка? Вот так чук-чук, и она воду дает, короче. И мы с нее пили просто, или мылись там что-то, короче, когда жарко было. Лето, мы, короче, бегаем, гуляем, я побежал к колонке этой. Я, короче, что-то вот так делаю, мне лет типа 6, может так, тоже обмываюсь. И там, короче, у колонки есть, она же под ней есть такое, типа, как бы, пространство. И в нее можно упасть. Там вода внутри, если что. Ее закрывают обычно, там как подполье. И я, короче, вот так просто... За мной кто-то гонится, пока я мылся, меня кто-то спалил и гонится вот так. И я такой назад отхожу вот так, короче, и просто падаю в эту колонку. Ребенок. А там очень глубоко. Ну, как я понял, я не мог ничего делать. Я просто тону. И я понимаю, что меня никто сейчас вообще не спасет в моменте. Вот тот ребенок, который бежал, он подумал, наверное, он исчез. Или я не знаю, что. Потому что... И все, и оказывается, мужик какой-то с окна увидел, как я это делаю, подбежал, достал меня. Я уже там, короче, уже... Я даже не помню. Я просто помню, как почти меня синий, вот так достали, короче, меня. Он что-то меня побил зачем-то, потом грудь давил. Но в итоге я выжил. Побил, да. Побил. Просто, бля. Просто, да. Урод у моей колонки стоишь. Не, ну, Батя был, да? не, самое странное, что вот чувак, который бежал за мной, мы же играли типа зомби-голю. Никого не позвал, да, даже? Он убежал, он говорит, ты же пропал. Я говорю, так я же упал, блядь. Он, Это тот самый друг, который... Да. У тебя странные друзья какие-то. я вообще думаю, надо убрать друзья вообще, знакомые. Илья. У меня такого не было вообще. Да? Вообще ни В разу. ранней да? жизни смерти не было? Ну хорошо же. Хорошо же. Очень Да? хорошо. Счастливый человек ты. У меня тоже близко. А мы тоже такая же ситуация. У меня смерть была так далека. Ах, тю-тю-тю, да. Тю-тю-тю. У меня тоже, как у Макса, бывает же такое, типа, давай переплывем эту речку, типа, до Дута. Мы, короче, начали, вот, плыли, потом в один момент у меня вот это вот руки отказали, потом ноги отказали, и все, я, короче, сразу... Ингирин Тардуза. Инирим Тардута. Как по-русски будет? Инир. Инир как по-русски? Инир. Связки. Нет. Связки, что ли? Судорога. Судорога? Да. Да. У меня началась судорога. Сначала на одной руке. Эйнир. Инир. Это город в Канаде. Эйнир. Судорога. Началась судорога. Я начал тонуть. И был такой момент, оказывается, я такой тону и осознаю, что уже все. Типа, все. И такой, типа, думаю, блин, манны голялым, что ли, ахарова, индия курдык. Он просто вот так вот подумал, и тот вот друг, который со мной плыл. Который предложил эту идею. Да, мы же вместе плыли. Вернулся, вытащил меня, я в панике вышел, его тоже вот так вот, типа, делал, да? Его, типа, делал, вот. И потом там было далеко все равно до берега. И мы, короче, по течению плыли. Это, кстати, в Хатасах было. В Хатасах не купайтесь, там этот... Петуховка, которая вот эта? Не-не-не. Сам ты Петуховка. Ох. Петуховка это ДСК. Нет, в Хатасах, короче, там что-то было, там вот эти вот... Течение. Подводные Да, течения. очень сильное течение. И мы, короче, плыли по течению, и там... Пенопласт. Нет, дерево.
стенам. Дерево упало в реку раньше до нас. Это 2 раза вы умирали. Нет, там, короче, в реке лежало дерево. Манык, вот так вот. Нет, не плыло, оно манык с берега, короче, вот так вот упало. Вот так Ну, Баянай вам помог. до конца не сломалось. И мы, короче, вот так вот плыли, и, бля, вот друг мой ухватился за это дерево. Очуметь. Да. И потом уже, бля, с противоположного берега увидели нас люди, пришли. Вот. Там, кстати, этот Эремей им был. Вот. Он был одним из тех Спасателем. спасателей. Да. Спасателем Но, скорее он Хатаса. был руководителем спасателей. Спасательная команда. Типа, Вон тот, да, плывите типа, за ними. Давайте, вот его спасите. Типа такого было. Вот Да. тот не нравится, не спасайте. Вот, так и спасли. Прикольно. Всё, да. Не прикольно. Один раз, короче, это была операция. Если бы на час опоздали, я бы уже не сидела здесь. Аппендицит. Нет, не аппендицит. Что за но операция? Подробнее не буду, наверное. Ди. Это как-то да. личное. Ди. Но То есть про 1 класс в целом норм. Операция типа. Ну да. что? Нет, он сам странный. Не обращай внимания. Вот. Но я тогда ничего не поняла, потому что экстренно же. Очень быстро меня в каталку, туда, дали дозу, я уснула, проснулась уже как бы это. Когда все закончилось? Когда все закончилось, я не успела понять. А вот действительно страшно было в самолете. Это другая история уже. Это уже другая история. Вот ладно просто, когда трясет, да, когда сильно трясет. Но мы попадали в такие страшные случаи 3 раза подряд. Ты 3 раза летал на самолетах в одном В месяце. Канаду, потом там. ну, Бразилия, потом Бразилия, обратно. да. Нет, Южная Корея, Потом обратно и Батагай. Владивосток. Еще одна страна, окей. Ай! И, короче, в первый раз было страшнее всего, потому что мы летели, и как будто такое ощущение было, будто мы куда-то врезались. Дув. Вообще. Реально, незастегнутые люди, они прям вот так ударились. Ага. А во второй раз нас кормили как раз девочки, и начало трясти, все вот эти штуки открылись. Выпали вот эти маски. штуки. Маски? Нет, маски. Примерно кислородная. Эти нет. типа багажные штуки, да? Багажные штуки открылись. Девочки убежали. И вот эта вот тележка, она туда-сюда. А в смысле, не бросили Они тележку? бросили тележку и убежали. Блин, опасно Это же. страшно. А вдруг ты вот так вот, типа, Не, что там? И всё. Если бы стюардессы убежали у меня, я бы тоже побежал в целом. Я бы, Да. ну, это же уже страшно. Потом стюардессы Да, они обернулись убежали. и тебе в челюсть. Нет, в таких моментах реально очень страшно А бывает, третий? оказывается. А третий, это мы уже с Владивостока, там был сильный ветер, дождь. Шатало. Короче, страшно шатало, да. Ага. Ну вот во второй раз было страшнее всего. Вся жизнь вот так реально за миг. И ты думаешь, сидишь, неужели все? Неужели это конец? И ладно, женщины орут, да? А тут мужики. Блин, Прям еще страшнее. все. Это страшнее. Это ага. страшно, Когда это мужчине реально страшно, страшно. реально еще страшнее становится. А тут, Офигеть. ладно, когда, допустим, едешь ты на машине, можно остановиться, хоть что-то сделать. А там что сделаешь? В целом ничего. Молиться? Но тебе, Да. короче, есть совет перестать жить красивой жизнью. Не, ну, по идее, да. Пешком ходить надо. Да, до Кореи. Ага. Такси что-то не очень странные. Все, вчера голосуем. Блин, страшная история, реально. Так, кто? Да, напомните, у тебя... У меня не было. Не было у тебя? У меня Я только что рассказала. Да, этот, утонул я. в колонке. Колонки тонул. Колонка? Ага, все. Вчера. У Илюхи вообще хорошая тебя жизнь. что было? Страшных У случаев. меня, про дерево. Да, вот оно упало, да. Смерть была так близка. 1 голос за Еву. Итак, 1 голос за меня. 1 голос за меня. Ого, я уже получаю балл. И... Ох, всех это! Ага. Ничего себе. Переплюнули. Ничего Да. себе. Да блин, нет, ну, допустим, у Джонсхана было пострашнее, я-то типа... Нет, у меня смешно было, а не страшно. Ну ты просто смешно это рассказал. Да, все. Я тонул. это. У меня еще 1 балл. А какой у меня? 4 балл у меня. Третий? Третий? Третий. 4, может. 4 вроде. 4 балл? 4 был. Да, 1, 3, 3 было и Да. 4 у тебя. Да. Сейчас мы Да, сравнялись. да. Если у меня 2, блин.
У него А, два. два, точно. У него два. Тот самый единственный балл пытается отобрать. Илья, Последняя давай, тема. последняя. Неловкий разговор с родителями. Это, короче, история фильма какого-то, но в целом поверьте, короче, что это правда. Я был маленьким ребенком, очень смышленым. Такой, типа, есть же, который базарить мало рано. Я там в детском саду сказки читал уже, короче, своим сверстникам. Они так вот. И это было в Алекминске, я сам из Алекминска. Маленький город. И так получилось, я везде выступал, там «Полярная звезда», всякие такие конкурсы, короче. Ко мне приходит мама в один из вечеров и говорит, мы садимся вот так, мама, отец, я, сестра спала что-то или что-то, не знаю. И сидим вот так и разговариваем. И она говорит, в общем, одна женщина, сегодня ко мне подошла одна знакомая, очень богатая женщина, живет в Москве. Она хочет забрать тебя на воспитание к себе. Просто говорит, хочет тебя забрать себе на воспитание. Ты будешь жить в Москве. Мне лет 5 или 6, я не помню, короче. Я в детский сад точно ходил, подготовка 5-6 лет, я всем в школу пошел. Она мне говорит, типа, решай, типа, что будешь делать? Сейчас бы ты согласился. Сейчас бы, конечно, я говорил, Погнали, типа. Милф Хантер. ну, представь. Из окна у меня Алекминск. Это типа Москва. Не Москва. И Богатая Москва. тетка. Богатая тетка. Но тогда, да. Да. И мы сидим и решаем, короче. И отец такой, да езжай, конечно, сын. Меня тоже возьми. Ну, в итоге меня не отдали, короче. Не отдали, но я помню этот разговор до сих пор. Это на воспитание или для развития? На постоянку. Ну, да. типа, Ты же был смышленым. да, родительский, ну, Даже на в детском развитие. Не, ну как лучше хотели бы, а не отдать просто. Не избавиться. Или школу. Или- Вот мама да. себя также оправдывает, на самом деле. До сих Вы же пор. тебя как лучше хотели? Да. Вообще, зачем ребенку об этом сообщать? Что я могу выбрать? Конечно, я выберу маму. Да. Но Ну, если бы стояла тетя вот так и жестко вся красивая, у нее были бы там машинки всякие, я бы уехал с ней, скорее всего. Ну вот, короче. Странные. грустно. А так бы был московский сейчас. Ну да. Нет? У меня есть. Дядя? Ага. В детстве я вела дневник. Я даже помню, мне было 14 лет. И мне нравился один мальчик. Но я ему не нравилась, видимо. Мексиканец. Он был влюблен в другую девочку. В твою подругу. Ну, Мексиканец же. почти подругу. Ну, как... Знакомый. ладно, знакомую больше, да. Она была немножко старше меня. И я писала в дневник, как сказать, матом, ну это же слово я не буду тут говорить, да, но я не понимала значение этого слова. И обзывала ее, знаете, сейчас я попробую объяснить. Называют же человека, который насилует детей. Поняли, да, это слово? Педофил. Педофилка. Педофилка? Да. Педофилка. Да. Педофилка есть? Вычислили? Да? Вычислили. Да. Я не знаю понимаю. ее. Ага. И получается, я вот этим словом ее обзываю, пишу там, всякое. Дневник. Дневник пар. И замок, я уже сказала, да, какой был. И, естественно, родители где-то нашли это, О. прочитали и такие... Кто Ты это понимаешь? педофилка? У нас в Ты школе понимаешь, да? педофилка? Понимаешь вообще слово? Что ты имеешь в виду? Я такая, ага, объясни. Ну, я Как не ты помню, что я объясняла? не помню. Ну, что-то я говорила, Плохой и человек. мне объяснили. Я только тогда поняла, что означает это слово. Ты просто слышала, типа, и такая Да, написала? да, да. Блин. У Вот всех такой же неловкий такое момент было. был. Ну да. Ну, не Значение понимаю, слова, но- типа, не знаешь. Да, да. Но используешь всегда. У меня тоже такое было. Только, у меня старший брат, родной, типа, говорил, короче, типа, вот, есть, короче, проститутки, да, вот, они очень много зарабатывают. И я такой, блин, я хочу много зарабатывать. И когда у меня родители спрашивают, когда вырастешь, кем будешь? Проституткой? Погнали. Не, ну я не настолько не знал слова. У меня с батей был такой разговор. Короче, оказалось, что с моим братом, короче, у бати были еще дети. Я узнал. Нас 7 сейчас. Сводных.
Сначала 2, потом 2, и у моей мамы мне 2. Ага. Потом, это вот Шесть такой разговор. А, он рассказал, что есть еще семьи у него, да? А ты в какой из этих семей? Самый последний. На данный момент. Но это не точно. Ты его еще- Блин. ну это не- И когда вы об этом поговорили? 8 класс был. 8-й, 9. Блин, А интересно вы в узнать одной еще. деревне живете, да? Нет. все? А он в разных деревнях Ага, семьи? у Солданский был. Ох, все. Брат. Он так путешествовал, типа. А Тагава? Сейчас голосуем. Так. Я Подожди-ка. забыла это. 1 голос за Еву. Ага. 2 голос за меня. Ага. Итак, 3 голос за Джулускана. Ага. Воу. И 4 голос за Еву. Итак, О. Ева зарабатывает балл. Абсолютная победительница, да? 4 балла. Нет. 5? Нет. 4. У нас по 4 вышло. По 4. Ага. 2 балла. 2 балла. И у нас в завершении история, о которой невозможно молчать, на самом деле. Это история вообще о вас. Что интересное, может, расскажете какое-нибудь. Вы снимали фильм? Да. Сняли фильм. Давайте еще. Кто пойдет на фильм? Давайте поаплодируем. Кто знает, что ребята сняли фильм? Обязательно, обязательно. Оператор тоже хлопай. Как точно название? Скажи, чтобы я забыл. Абасыла хаус. Абасыла хаус. Ага. Абасыла- Это не то слово, которое вот у тебя подразумевается. Абасыла Ага. хаус. Абасы Ну, ден, абасы это демоны, типа. Это Да, демоны, да, да. да. Это даже есть, когда в Википедии Да не, вводишь. правда, я знаю. Ага, вы знаете, да. Ну вот, я вам говорю, те, кто будут смотреть, да. На каждую камеру У специально вас посмотрел. что-нибудь, давайте, расскажите, что у вас страшного было на Нет, вашем ну фильме? страшного. В основном у нас, начался маленький хейт из этого названия, якобы. Абасыла хаус. Да. История какая? Да, на самом-то деле, когда мы придумывали первую часть короткометражной и в Ютубе выпускали, у нашего монтажера не было якутской вот это вот. Раскладки клавиатур, Да, короче. да, и поэтому, Дим, давайте Абасыла, Абасыла. типа на русском. И потом уже, когда все завершилось, мы такие, типа, На уже... Пашином бы. Да, на А Пашином. хаус слово никого не смутило, типа. Хаус, ну так дом же. Типа, да. Это же... Home А, Alone. о, мы на якутском специально не хотели писать, потому что, когда, в Ютубе в поисковике, пишешь, сложно же. Ольгин, типа, х буква не у всех же якутская есть, поэтому, подумали, просмотров будет меньше, поэтому вот написали, так и запустили, потом это превратилось в бренд, и сейчас уже вот этот фильм запускается. Фильм крутой будет? Конечно. Фильм Очень страшный. Да. И Смешной. очень До смешной. смерти смешной. И там вообще эмоциональные качели жесткие будут. Когда выходит у вас прокат? 28 марта. Да, это история, про которую невозможно молчать, потому что у нас фильм 28 выходит марта. 28 марта во всех кинотеатрах Республики Саха-Якутия. Первый в республике хоррор-комедия. Да, кстати, да, в таком жанре. Ага, хоррор-комедии еще не было. Ну, мне просто рассказывали, допустим, кто-то снимал там фильм про Нахару, что-то еще. А это гениальный маркетинговый ход, кстати. И с ними что-то Да. плохое происходило. У вас Это- ничего не было такого Нет, страшного? жуткого? сейчас придумаем. Прям таких загадочных прям ничего не было. Ничего у нас Коптер не работал один коптер раз. не работал, да. День у всех. провалился. День проваливался, да. А вы все снимали, где-то в Якутске, да? Да, все в Якутске. В каком-то доме? Да. А этот Табага. дом, там Табага. люди, В Табагинском люди живут в нем, да? Патио. Нет, там этот дом... Гостевой? Гостевой дом сдается. Гостевой дом. И Да. люди там сейчас будут, типа, в целом... Да, тусоваться да, дальше. да. Итак, что ж, приходите на фильм к пацанам. С какого? 28 марта? 28. Марта уже как раз видео выйдет. Так что 28 марта все в кинотеатры, покупайте билеты, поддерживайте якутское кино. Во. Да. Якутское Комедия. хоррор-комедийное Комедия. кино. Сегодня давайте, какой у нас счет? 4? 4, 4. 2. 4. 4, 2. А у тебя? 4. 4. А у всех по 4? И у него У него 2, Два. да. Итак, Я что ж, выиграл. вы, по идее, должны были оценить, у кого, кто самый крутой в историях, короче. Самый грязный, самый человек. Круче всех в историях. Ну, тогда Я у же? нас ничья. Тогда Илья. Я же? Ну, Я? получается, или это? Ну, Ча, давайте поздравим победителя жидкости. сегодняшнего. Да. Это впервые, когда это человек... было легко. Да. Это что такое?
Сидишь и рассказываешь историю. Куплено. Сейчас, всем большое спасибо, всем бай-бай-лай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои истории на эти случаи. Всем пока!